Следующий наш репортаж будет посвящен тому, как сафоновская православная молодежь поздравила с Пасхой и Днем Победы пожилых людей из дома-интерната для престарелых и инвалидов в деревне Боголюбово Холмжирковского района. 11 мая в рамках благотворительного марафона «Пасхальные дни милосердия» православная молодежь Сафоновского благочиния посетила дом-интернат для престарелых и инвалидов в деревне Боголюбово Холмжирковского района. Тот, кому доводилось испытывать пасхальную радость, знает, что она не похожа ни на какую другую. Она требует того, чтобы ею поделились. Ее нельзя прятать или скрывать, потому что тех, кто хочет присвоить ее себе, она оставляет. Эта радость любит расточающие сердца. В них она находит свой дом, и в этих сердцах она чудесным образом приумножается. Нести пасхальную радость окружающим, особенно тем, кто болен и одинок, святое служение каждого христианина. Поездка православной молодежи Сафоновского благочиния с небольшой концертной программой в Боголюбовский интернат для престарелых и инвалидов стала для них первым опытом совместного служения ближним. Великую радость о воскресшем Господе привезли они в то место, где и простые житейские радости случаются нечасто. Под руководством преподавателей воскресных школ, с поддержкой священников благочиния, перед собравшимися пожилыми людьми ребята показали, пусть и небольшую, но очень трогательную и яркую концертную программу. Никогда еще в интернате так завораживающе не кружился вальс. Никогда еще в нем так громко не звучали песни о празднике Победы. Как будто после долгих репетиций молодежь пела вместе с бабушками и дедушками незабвенную «Катюшу». Стихи о победе заставили прятать влажные от слез глаза. Хотя к концу выступления уже почти никто и не скрывал того, что плачет. Красное яичко досталось каждому зрителю. А тем, кто по болезни не смог прийти на концерт, пасхальный подарок ребята принесли прямо в палату. И какими бы ни были условия жизни в интернате, какой бы ни была забота персонала, ясно, что одиночество и боль – постоянные спутники людей, живущих там. Но вместе с ребятами в интернат пришла весна, Пасха, Победа, и одиночество отступило, хотя бы на краткое время.